Визиты Деда Мороза в Якутск стали хорошей традицией, и этот год не стал исключением. С рабочим визитом к нам прибыл Дед Мороз и Санта-Клаус в рамках фестиваля «Полюс холода». Гости приехали с конкретными предложениями, и в результате переговоров с Василием Николаевичем Атласом выработали план работ по 3 направлениям. Это создание якутской усадьбы в Великом Устюге, создание летней резиденции Санта-Клауса в туристическом комплексе «Статоград» и запуск предновогоднего телепоста между оленями всего мира. Ай-хау! 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 И вот однажды, который вот эти нам ударные инструменты оставил в устах избеков, у него на даче более 20 разновидностей коновязи он подставил, начиная с простых дворовых до шаманских обрядовых. И он сам артист, и вот я его спрашиваю, вот слушайте, я начала обряды совершать, и он пришел, посмотрел, говорит, ты что все время уруй говоришь? Я говорю, ну там есть на свадьбах, вот я читала в старинных там книгах, литературе полистала, нашла. Это слово произносится на свадьбах уруй, и даже слово свадьба уру происходит от этого слова. И еще на летних праздниках обрядовых тоже я там прочитала, есть это слово уруй. Он говорит, если хочешь говорить благословение, это слово вообще забудь, что есть в якутском слове это. Ну, на свадьбе можно говорить один-то там в начале или два-три раза, чтобы у женщины кровь шла, чтобы она могла рожать. А на обрядовых праздниках это произносили, ну, сейчас вот спортсменам, ну, стрелкам, там, бегунам. И даже этого борца прятали за шкурой, чтоб народ не слышал это слово. И чтоб это слово только и он слышал, до крови сражается, до крови. А как же уруй айхал, это из этой же области? От этого пошло, И до сих пор многие это произносят. И когда говорят трижды, повторите за мной, я это слово уруй не говорю. Я говорю айхал, айхал, айхал. Восхваляем Создателя своего. А уруй это до крови, да? До крови, до крови, до крови. Но в основном это слово тоже пользовалось, когда силу давали человеку. То есть, получается, вам пришлось самостоятельно по крупицам воссоздавать якутские обряды, алгыс, как он есть, да? Многие делают этот обряд, такие, да, но суть не знают, из чего, почему именно так делается. И когда ко мне приходят гости, и якуты, и местные, и приезжие, я им рассказываю, они говорят, ох, как! Вот, например, человек увидит открытый огонь, сразу ладонями туда идет, а смысл не знает, просто тянет его туда. Конечно, с холода может выше, даже с летом огонь горит, он идет все равно ладонями туда к огню. А это, оказывается, через руки брали тепло, и теплом из себя изгоняли что-то плохое, которое там стоилось, осталось. И теплом его изгоняют снаружи. Мне кажется, за все эти годы вы сделали несколько тысяч раз, несколько тысяч алгысов, да? У вас каждый алгыс это индивидуальное отношение к человеку, или уже есть какая-то доля автоматики, автоматического? Вот если человек один специально приходит, это ему обращается. Я, конечно, беседую с ним, на что надо алгыс делать, упор делать, что человек хочет от меня. И тогда все направляется на это, на эту тему. Человек ребенка хочет, человек хочет половину свою найти, человек хочет избавиться от зла. Вот это все идет на том направлении. И получается, значит, как каждый раз по-разному. Ну, человек, скажем, 30 приходит, 40, но я смотрю тогда в лицо, в глаза впереди стоящих и как бы направляю на это. А если свадьба на молодых, если юбилей на того человека, но все равно как бы идет посыл и на те. Но в основном направлении вот впереди стоящим, которых глаза я вижу.
Василий постоянно движется от одной идеи к другой идее. То есть, вот у него была идея построить летом ТКЯ, он построил ТКЯ. Сейчас у него идея возродить САТО, построить там Сатоград. Как вы к этому относитесь? Как вы его поддерживаете? Ну, я вижу, сначала, когда мы только женились, когда только начали работать с САТО, у нас там возникали какие-то проблемы насчет управления, кто будет в доме командовать. Вот когда только женились, вот такой вот, у меня, если даже не хочу, все равно это выскакивало, тон такой. Но как-то он это вот улаживал, все проходило. А когда САТО начали, у нас всего-то рабочих 4 человека. И я их направляю туда, свое говорю, вот то я сказала, давай, вы должны это докончить. После этого как то, что Василий сказал. Вот так вот происходило, потом смотрю, то, что я говорю, это как бы повседневное, вот здесь лежащее. А у него, вот они сделают это, а это будет действовать лет через 3-4. Долгосрочно. Все, ага, думаю, нет у него хваткий ум, широкий, пусть он будет возглавлять. А я буду вот так вот дома, домашнее что-нибудь. Все отдала в руки, все. А потом теперь хоть какие идеи за ним. Но ему это все легко дается из дома в дом переехать, из деревни в деревню переехать. Он ивенк, у него в крови это сидит. А мне, конечно, трудности какие-то. Готовиться надо морально, прежде чем выехать. То есть у вас было несколько переездов, да? Да, очень много. Очень много переездов. Очень много. Из САТО переехали поближе чуть Бестях, когда вот уже перестройка началась, там бензин подорожал, там уже все, нужно было переехать, где много народу. И потом глава Нижнего Бестяха все время приглашал. Я вам дорогу сделаю, я вам все отпускаю, вы мне делаете Якутский Бестях. Там раньше, где якуты жили, так и называется Якутский Бестях. Чтобы там строения были, чтобы вы обрядами гостей встречали, показывали. Со временем у нас будет железная дорога. И вот именно здесь, и вот все первые люди, которые придут за железной дорогой, будут оставаться здесь, основаться здесь, чтобы они чувствовали, куда попали, что здесь есть хозяева, у которых есть своя земля, у которых есть своя культура, свои строения, своя одежда, все. Значит, они просто так храпом ничего делать не будут. Будут просить разрешения сначала. Вот и переехали в Нижний Бестях. А потом мэр города Илья Филиппович все 3 года нас подряд приглашал в город Якутск. Вы же сами говорите, что для народа Саха живете, что для него работаете. А единственный город в мире, Якутск, у нас по-якутски не выглядит. Ни по-американски, ни по-русски. В общем, одни квадратные дома, ничего нет. А здесь есть аборигены. Надо показать это. А у нас архитектура по ГОСТу работает. Якутские балаганы туда не совпадают. Ну вот, дает землю, мы здесь основываемся. 11 лет уже здесь строим. И, как видите, в городе появляются какие-то, да, можно увидеть, что это Якутск. Что есть тут местный народ Саха. Как бы у меня наступило 28 лет, и только тогда я задумалась, а у меня семьи нет, я не родила, я не знаю чувства матери, там, как бы долг не исполнила, все, бегала, работала, ходила, как бы жила, но все равно не то. И, ну, не в поисках, а вроде вот такое вот чувство было. И тут вот так, тык, а это Вася. Это вот тоже счастье. А потом, до этого вот, когда в счастье в университет поступила, оказывается, могу. Ага. Что еще делает вас счастливой? Первое счастье, что было? Что мои родители живы, что вот издалека приду, они вот всегда готовы, всегда вот опора. Когда трудно, когда что. Вот как бы и с коллегами говоришь, и с подругами говоришь.
А бывает вот такое, что обращайся к родителям. И даже не видишь, не слышишь, что они есть, это хорошо, это вот счастье. А потом, когда Василия встретила, это вот как бы током ударило, это все. И так я правильно нашла себя, иностранные языки. Вот. Очень хорошо. А учительницей я всегда мечтала быть. Как держу в руках мел, это я думала, это мое. И начинаю там на доске писать, рассказывать всякое. И все сидели открытым ртом почему-то, мои сверстники. И во дворе там тоже собираемся. Я беру мел и все. Это школа. Вот так вот. Счастье, когда Коля родился. Вообще такое счастье было. Потом счастье, что девочка как по заказу. Все нормально. И я считаю сейчас тоже счастье, что на пути встречались люди очень хорошие, с которых я брала очень много. Вот. И с ними легко было работать. И они в то же время, когда говорили, что хорошо, Валя рядом с нами, вот, сжигая, нас вот так вот держит, как бы в искорке. Как вы думаете, как правильно жить? Ну, наверное, то, что я в школу прошла хорошую. И в начальных классах, и в средней школе хорошие учителя были. Организаторские, вот такие хорошие, активные люди были всюду. И как-то, ну, конечно, всегда перед выбором однажды встаешь. Вот когда я в университет поступала, тоже там выбор был. Меня просили вообще в другую там русло, на русский поступать язык, там всякое. Но все-таки я немецкий выбрала. Вот. И в жизни тоже ищешь, вот как бы любовь, да? Не знаешь, что такое любовь, а так увидел человека, могла бы вообще тоже жизнь меняться, но, видимо, так они... Мои учителя так меня сделали, что не тот, значит, получилось. Многие, конечно, ухаживали. Красиво. Русский парень один так ухаживал. И чуть-чуть, да, не сказала, чуть-чуть, но опять чуть-чуть, опять вот то, заложенное в школе, в детстве, видимо. Вот так вот все поворачивается. И правильный выбор от того идет, от основы, видимо. А так могло и по-другому идти, наверное. Всегда человек перед выбором стоит. И все так сложилось, видимо, так. Но по-другому жить не хочется. Все нормально. Yes, I give my best regards from Lapland. All the boys and girls here in Yakutia. I'm coming to see you here. And I stay here about 1 week. All my elves, Mrs. Claus and my reindeers, they send greetings to all you in Yakutsk. Thank you. Thank you. Ну а я жду вас, друзья мои, всех в сказке своей заснеженной, в очень морозной, славном тереме узорчатом. Приезжайте, добрым, хорошим гостям. Всегда рад, с нетерпением жду. Искренне ваш, российский Дед Мороз. Ай-хо! 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 Ай-хо!